Всем добрый день, и сегодня вместе с вами я, повар центра якутской кухни Махтал Николай. И сегодня мы будем готовить целых 3 осетинских пирога. Почему 3 именно? Потому что по традиции они готовятся 3 вида. Сегодня нам понадобится мука, вода, молоко, соль, дрожжи и растительное масло. Во-первых, мешаем муку с солью. Тщательно перемешиваем муку с солью. Далее разогреваем молоко с водой. После того, как она разогрелась до градусов 40, добавляем дрожжи меньше 1 грамма. Так, разогрели молоко с водой и добавляем дрожжи чуть меньше 1 грамма. Даем дрожжам настояться буквально минуту, чтобы они забродили и раскрылись. И дальше перемешиваем с мукой. Добавляем растительное масло граммов 25. Итак, все ингредиенты соединили и делаем замес. Тесто получится у вас немного жидким. Практически мы закончили свой замес. В конце добавляем еще чуть-чуть растительного масла, чтобы она приобрела упругий вид. И потом нам будет легче их разделить на 3 части. Так, тесто мы поставили подняться на минут 30. И за это время мы подготовили 3 разных вида начинки. Картошка-сыр, мясо-сыр и чистый мясной. В картошку с сыром добавляем молоко 50 граммов. И дальше замешиваем. Картошка у нас должна быть кусками, а не пюре. Добавляем соль по вкусу. Делаем такие шарики из заготовки. Теперь приступаем к следующей начинке. Солим, перчим и также закатываем в шар. И также следующую начинку тоже закатываем в шар. Солим, перчим. Итак, наше тесто подошло, мы его заранее разделили на 3 части. Сейчас будем собирать наш пирог. Раскатываем тесто на небольшой круг. Края мы делаем немного тоньше, чем середина. Заворачиваем начинку в тесто и собираем как бузы. Далее немного сыпем муки сверху, чтобы удобно было ее раскатывать. Давим не сильно. Нужно чувствовать начинку, чтобы равномерно распределить по всему пирогу. Переворачиваем. И также аккуратно давим по всему периметру пирога. Толщина нашего пирога должна быть примерно 1,5–2 сантиметра. Края пирога у нас должны быть немного высокими. Когда она будет выпекаться в печи, чтобы сок наружу не проливалось. Берем наш пирог в ладони и встряхиваем его от муки. И кладем на противень. Выравниваем края и делаем надрезы ножом. 5 надрезов вполне хватит. Дальше пирог мы отправляем выпекаться на 15 минут при градусах 180. И таким же образом закатываем наши 2 пирога. Вот мы собрали наш 3-й пирог. И важно учесть, при выпекании нужно ложить швом вниз.
Вот такие вот у нас получились пироги. Сейчас мы их замажем сливочным маслом. Это придаст еще вкусный аромат и сочности. Вот такие румяные пироги у нас получаются. Приятного аппетита!